День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночь у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это Весной 1945 года бойцы 150-й Игоревской стрелковой дивизии водрузили красный штурмовой флаг на куполе Рейхстага, ставший главным символом победы над фашизмом. Для каждого россиянина знамя победы священно. Это реликвия, которую нам передали наши деды и прадеды, отдавшие свои жизни ради мира и нашего будущего. Уважаемые товарищи, сегодня, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на родине отважных воинов и бойцов, на земле, где разворачивались крупные исторические события, в Хунзасском районе, мы встречаем эстафету Победы. В соответствии с решением Совета командующих пограничными войсками в период со 2 по 28 мая 2025 года проводятся эстафеты Победы вдоль внешних границ государств, участников СНГ, приуроченная к 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Внимание! Эстафетной группе! Символ эстафеты Победы! Внести! Эстафета Победы – это символ памяти, той силы духа русского народа, силы любви к своей родине, которая позволила уничтожить черную гидру немецко-фашистских захватчиков и освободить нашу землю от вероломных оккупантов. С февраля по май символ эстафеты Победы перемещался и будет перемещаться по территории государств Содружеств. Сегодня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан доставили его в Хунзавский район. Церемония завершения эстафеты Победы будет проведена в День пограничника 28 мая 2025 года в городе Москва, в Александровском саду на территории мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата». Слово для поздравления и приветствия предоставляется начальнику службы в поселке Хунзак полковнику Илье Михайловичу Ермолаеву. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами особенный день для жителей Хунзасского района. Мы сегодня встречаем символ эстафеты Победы, посвященный празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Сегодня к нам здесь пришли родственники ветеранов Великой Отечественной войны, школьники, пограничники, военнослужащие, представители силовых структур, руководители всех степеней. Всех объединило сегодня это значимое событие.
Цель проведения эстафеты Победы – это увековечивание памяти о воинах-пограничниках, вставших на защиту рубежей Родины в годы Великой Отечественной войны, воспитание молодых пограничников на боевых традициях, формирование у них чувства гордости службой на границе и уважительного отношения к старшему поколению, укрепление единства и дружбы между народами стран-участниц Содружества независимых государств, привлечение приграничного населения к защите государственной границы. В годы Великой Отечественной войны 485 пограничных застав первыми приняли бой. Известно, что ни один защитник ни одной пограничной заставы не покинули свои позиции без приказа. Немецкий временной регламент на оборону нарушили все пограничные заставы. 257 пограничных застав защищали свои участки границы до суток. До 2 суток 36 пограничных застав. От недели и больше продержались более сотни застав. 45 застав сражались до 2 месяцев. А 12 пограничных застав 82-го Рескетенского пограничного отряда на Кольском полуострове враг так и не смог пройти. На участках этих пограничных застав государственная граница не была нарушена. Эстафета Победы – это дань уважения всем защитникам Родины, мертвым и живым. Всем, кто честно выполнял священный долг на линии государственной границы. Стоит отметить, что с момента образования службы в поселке Хунзак, как Хунзакского пограничного отряда, за мужество и самоотверженность удостоены высокого звания Героя Российской Федерации 3 военнослужащих службы. 20 военнослужащих службы являются кавалерами Ордена Мужества. К сожалению, все посмертно. Вечная память всем, кто погиб, защищая нашу Родину, нашу свободу. Всем тем, кто ценой своей жизни подарил нам день рождения, День Победы, этот светлый праздник. Мы гордимся тем, что победу всему миру принес именно наш народ. Заверяю, что нынешнее поколение пограничников, перенявшее традиции старшего поколения, будет надежно охранять покой нашей Родины. От всей души желаю вам успехов в службе и в труде, в учебе, на благо нашей Родины, крепкого здоровья, счастья и благополучия, и мирного неба всем нам над головой. Спасибо. Глава муниципального района Хунзарский район Нурмагомед Махсуд Гаджиевич Задиев. Добрый день, уважаемые военнослужащие пограничной службы, бойцы специальной военной операции, юноармейцы, кадеты, жители Хунзарского района. Сегодня у нас в год 80-летия Великой Победы впервые проходит значимое историческое событие – военно-патриотическая акция «Эстафета Победы». Примечательно, что эстафетная группа, следующая по приграничному памятному маршруту, посетила Хунзак. Жители Хунзарского района во все времена защищали свою страну, и в годы Великой Отечественной войны, и сегодня на передовой продолжают свято чтить традиции, заложенные предшественниками. Мы уделяем особое внимание подрастающему поколению, их патриотическому воспитанию. Очень радует тот факт, что у подрастающего поколения сегодня появилась возможность прикоснуться к символу эстафеты Победы и больше узнать об истории данной акции. Хочу поблагодарить пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан, которое объединило нас всех эстафетой Победы. Она стала не просто символическим мероприятием, а настоящим народным движением, которое объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о цене мира и важности сохранения исторической памяти всех нас. Желаю вам удачи, успехов, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Спасибо.
В год Победы необходимо сказать о том, что весомый вклад в общее дело Победы внесли пограничные войска. Пограничники первыми вступили в бой против гитлеровских захватчиков, проявив при этом упорство, мужество и героизм. Им пришлось вести тяжелые схватки с ударными отрядами и разведывательными подразделениями врага, усиленными артиллерией и танками, которые должны были ликвидировать пограничные заставы, захватить переправы через пограничные реки. Несмотря на превосходящие силы врага, ни одна пограничная застава не оставила без приказа своих позиций. Враг мог обойти, окружить или же даже полностью уничтожить пограничную заставу, но заставить сдаться он не мог. Слово предоставляется прокурору Хунзасского района Рамазану Амаровичу Амарову. Уважаемые пограничники, гости нашего торжества, 80 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны, но 9 мая, День Великой Победы, не теряет актуальности, остается главным праздником для нашего народа. Этот праздник навсегда в сердцах наших людей. День Победы возвышает наш народ, укрепляет его дух и воспитывает характер. Этот праздник остается самым дорогим, самым светлым и памятным в России. Гордость за подвиги тех лет и боль потерь передаются в нашем народе из поколения в поколение. День Победы – это особый праздник. Он объединяет и примиряет всех. Россия за его величием отступает все разногласия. Праздник Победы остается символом непокорности нашего духа. Он и сегодня дает нам уверенность в себе, дает веру в свою страну, ее светлое будущее. Западные страны не оставляют попыток переписать историю Второй мировой войны. Мы слышим заявление о том, что без открытия Второго фронта невозможно было ослабить фашистскую Германию, что США сыграли решающую роль в победе во Второй мировой войне. Мы не преумоляем помощь, оказанную СССР странами антигитлеровской коалиции под Великой Отечественной. Однако справедливости ради надо сказать, что эта помощь стала оказываться после битвы под Москвой, после Сталинградской битвы, после битвы, которая проходила на Курской дуге, когда обозначилось уже, что СССР самостоятельно способен остановить фашистскую военную машину и победить Германию.
Время не властно над правдой истории. Потери нашей страны в Великой Отечественной войне составили 27 миллионов человек. По данным ООН, на планете нашей насчитывается 195 стран. И только 54 страны имеют население более 27 миллионов. Сравните, пожалуйста, представьте, каковы потери этой страны, нашего государства. Разве какое-то другое государство, другая страна имела такие потери во Второй мировой войне? Мы гордимся тем, что в Хунзахе дислоцирована пограничная служба, гордимся разными подвигами пограничников. Командир отряда сказал о том, что 3 военнослужащих погранслужбы удостоены звания Героя России, 20 орденов мужества. К сожалению, все они получили посмертно. Не занимая дальше времени, хочу всех поздравить еще раз, возвращаясь к этой знаменательной дате, с праздником Победы, здоровья, удачи и успехов. Мы не думали, не гадали, доживем до нее или нет. Просто шли к этой дате годами, не сгибаясь под тяжестью лет. Нас все меньше и меньше ровесник, но как прежде мы дружбе верны. Слышим сердцем победную песню той далекой, той близкой весны. Здравствуй, весна 45-го года, вечно ты в сердце моем и народа. Песня победная, песня святая, с точною датой 9 мая. Мирных маршей весенние звуки фейерверком летят в вышину. Наши дети с тобой, наши внуки защищают сегодня страну. Нас все больше и больше ровесник, сыновья продолжение нас. Сердцем слышат они ту же песню, не ушедшую с нами в запас. Здравствуй, весна 45-го года, вечно ты в сердце моем и народа. Песня победная, песня святая, с точною датой 9 мая. Песня победная, песня святая, с точною датой 9 мая. Спасибо. С праздником, дорогие друзья. Забыть прошлое значит предать память о людях, погибших за счастье Родины, забыть все горести и невзгоды всех тех, кто вынес эти страшные лишения ради нас. Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Мы будем помнить об этом подвиге. Мы вечно будем чтить память всех, выстоявших в те годы, отдавших свои жизни за победу. Память о прошлом – это не просто свойство человеческого сознания, это способность сохранить следы минувшей. Память учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и внушает веру. Вот почему наш народ так свято чтит память о подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в великой битве с врагом. Темная ночь, только пули свистят по степи.
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки далеко ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому, знаю, со мной ничего не случится. И поэтому, знаю, со мной ничего не случится. Феномен загадочной русской души, сродни загадки сфинкса и улыбки Джоконды. Это еще одно мгновение, и все станет ясно. Но не тут-то было. За всю историю государства российского ни одному захватчику не было дано понять, что движет русскими людьми вместе с представителями разных национальностей и вероисповеданий соборной России, когда они сообща вставали на защиту родной земли. Россия – это понятие о синтезе мужества, ответственности, самоотверженности и безграничной любви всех россиян к своему Отечеству. А если еще проще, это нерушимая дружба народов, для которых свобода нашей общей Родины становилась превыше любых этнических, региональных и личных интересов.
цветочек в утренней росе цветок, соловья запев свисточек, сок, березовый глоток, тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать, про любовь свою девичью на ромашке погадать, ключевой воды студеной в сотах свежего метку, в чистом поле темной ночи в небе звездном утону. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, для меня святая Русь. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Дагестан, Дагестан, нашим общим домом стал, сколько ты всего видал, сколько нам героев дал. Дагестан, Дагестан, горы, моря и леса, здесь несут достойно службу пограничные войска. А штык солдатский был в бою всегда за нас. Пусть тяжело в учении, легко в бою, Коль закрываешь грудью ты страну свою, лицом к лицу ненастье ты всегда встречай. Товарища на поле боя выручай. Кто удивил, тот победил и победит. И так Суворов говорил и говорит. Вперед, орлы, победа будет как и гром. Мы русские, а значит с нами Бог. И вражьи крепости падут и города. и пусть горам опасен путь, пойдем туда. Для пограничника в сражениях нет преград. И не страшны жара и ветер, дождь и град. Город с нами молодцы, снит без грязи. Солдатам каждым по-отцовски говорит.
самых значимых праздников, который объединяет все народы многонациональной страны. На всех отдаленных точках нашей страны вызывает чувство гордости за великий народ. Эта победа является примером патриотизма, самоотверженной любви народа к своей родине, мужественности, храбрости и стойкости не только мужчин, но и женщин нашей страны. Уверен, что новое поколение всегда будет с гордостью равняться на знамя победы. Жители Хунзарского района героически и самоотверженно сражались на фронте. Мы не забываем павших, склоняем голову и говорим слова благодарности тем, кто отдал жизнь за великую победу. Доблесть и мужество, проявленные ими в боях, сражениях, являются образцом любви к родине. Мы чтим их память и помним их подвиг. Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне навсегда останется в сердцах земляков и будущих поколениях. Для нас большая честь участвовать в мероприятии по случаю встречи эстафеты Победы. Пусть небо над головой всегда остается мирным. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы, замолкая, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день с журавлиной стаей, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Труден и долг был путь нашего народа к великой победе. На тяжелейшие 1418 дней и ночей лозунг «Все для фронта, все для победы» стал смыслом жизни для миллионов наших соотечественников. Каждый вносил свой вклад в общее дело для разгрома врага. В этот символический и знаменательный день по случаю встречи эстафеты Победы в Хунзарском районе желаем всем жителям района, военнослужащим пограничной службы, бойцам специальной военной операции, их семьям крепкого здоровья, бодрости духа, добра и благополучия. Пусть родные и близкие окружают вас вниманием и заботой. Пусть ваши дети и внуки как можно чаще говорят вам слова благодарности и любви. Мира, добра и счастья вам. Дни и ночи до мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Это день победы, ворогам пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали как могли. Это день победы, ворогам пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, все вместе. Это день победы, ворогам пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Спасибо, с праздником.